Сегодня 31 января, 10 часов 48 минут. Только что в Казанском международном аэропорту приземлился самолет с туристами из китайского курортного города Санья. Здесь, в зоне таможенного контроля, они появятся лишь через 1,5 часа, после того, как пройдут двухуровневую систему проверки. Итак, на борту самолета сотрудники Роспотребнадзора, у них измерят температуру тела, а потом возьмут экспресс-анализ на наличие коронавируса. Результаты этого анализа будут известны лишь через 6 часов. Поэтому перед общением с туристами нам, журналистам, сотрудники Роспотребнадзора предложили надеть вот такие вот медицинские маски. К моменту выхода туристов из зоны прилета в терминале аэропорта стало нарастать беспокойство у встречающих и пассажиров, ожидающих свои рейсы. На лицах появились медицинские маски. Все-таки надо какие-то меры безопасности предпринять, чтобы не заболеть. Тем более сейчас мы слышим, что прилетают туристы из Саньи как раз. Очень переживали, потому что по телевизору показывали такие страхи. Этот чартерный рейс с острова Хайнань предпоследний. 31 января с отдыха на китайском курорте в Казань вернулись 432 туриста. Последний рейс запланирован на 3 февраля. Он доставит с курорта оставшихся туристов. Сколько будет пассажиров, данных нет. Известно лишь, что это будут жители Татарстана и соседнего Башкортостана. Паники там никакой. Правда, экскурсии закрыты и все. А так все нормально. Отдыхалось прекрасно, чуть с погодой не повезло. А так там все тихо, спокойно. Волнений там никаких нет. В отличие от туристов, вернувшихся из Китая, в России обстановку трудно назвать спокойной. Тому способствуют данные о количестве заболевших и погибших в Китае. На карте мира уже 20 стран, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила о международной чрезвычайной ситуации. В России был создан штаб по борьбе с коронавирусом. Такой же по поручению Рустама Минниханова был создан и в Татарстане под председательством Лейлы Фазлеевой. В него вошли и руководители 5 республиканских ведомств. Учитывая создавшуюся ситуацию, мы должны максимально принять все зависящие от нас меры по предупреждению завоза коронавируса в республику. В штабе в Татарстане будут каждый день все сведения о принятых мерах докладывать лично президенту республики. На особый контроль были поставлены обе воздушные гавани – аэропорт Казань и Бегишево. В адрес администрации аэропортов направлены предписания об использовании установок для обеззараживания воздуха, о проведении внеплановых ревизий вентиляционных систем, усилении дезинфекционных мероприятий. С начала года досмотрены 210 рейсов, в том числе 8 из КНР. Это почти 35 тысяч пассажиров и членов экипажей. С симптомами ОРВИ за медицинской помощью в январе обратились 12 жителей Казани, ранее побывавших в Поднебесной. У всех, как заявляют в Роспотребнадзоре, коронавирус выявлен не был. Мы опрашиваем пассажиров на предмет самочувствия, уточняем места, где они пребывали в Китайской Народной Республике, уточняем их адрес адрес в Республике Татарстан, либо они из других субъектов, для того, чтобы потом была возможность с ними связаться. Повышенные меры безопасности в медицинских учреждениях республики. Маски, респираторы, даже бактерицидные лампы в машинах скорой помощи. Воздух будет закачиваться внутрь бокса, и наружу ничего не попадет. То есть мы в таком боксе можем смело возить любую серьезную, страшную инфекцию в любое расстояние. Кстати, с медицинскими масками в аптеках перебоя не будет, заверили Минздраве Татарстана. Чтобы не подхватить инфекцию, а в данном случае профилактика хороша и против ОРВИ, и гриппа, лучше носить такие маски в общественных местах и чаще мыть руки. И по возможности избегать места большого скопления людей. Я думаю, что не придет. Мне почему-то так думается. Потому что китайцам взять здесь хорошо будет. Да, я уверен, что все будет хорошо. Меры принимаются своевременно, все отслеживаю, что происходит. Кто сейчас переживает, так это туристы, которые уже забронировали путевки в Китай на февраль и на март. В Ростуризме уже заявляют о том, что они могут забрать свои деньги целиком. Однако специалисты одного из крупных туроператоров России пока не могут назвать точную дату, когда в Казани начнут выплаты. А выплаты как-то производятся? Нет? Пока нет, да? А когда будут? Пока не знаете, да? По мнению Сергея Пасечника, российского туриста никаким коронавирусом не испугаешь. Найдутся те, кто отважится поехать в Китай по путевкам, если цены на них начнут падать. Здравомыслящие граждане уже сейчас меняют свои планы, отдавая предпочтение проверенным, но более дорогим Арабским Эмиратам или Доминиканской Республике. Смотрят туристы и в сторону Вьетнама, хотя он и близок к Китаю. Пока, я говорю, не поступит прямого указания, что не рекомендуется. Я думаю, что рейсы не отменят, а раз не отменят, то туристы будут летать.
В ближайшие месяцы не пострадает индустрия туризма Татарстана и от падения потока гостей из Поднебесной. В прошлом году республика приняла почти 17 тысяч китайских туристов, но в Татарстан они чаще приезжают летом. Зимой в Китае затяжные новогодние каникулы. Кстати, они не помешают и внешнеэкономическим отношениям Татарстана и Китая, заверили в агентстве инвестиционного развития. Ситуация с коронавирусом должна разрешиться в течение ближайшего месяца, делает прогноз Гульшат Хасанова, потому как в самом Китае предпринимаются серьезные меры по нераспространению инфекции. Кроме того, на фоне более серьезных коронавирусных инфекций смертность от нынешнего китайского вируса не превышает и 2%. Если сравнивать вот с предыдущими вспышками, да, то есть 80% генома у них идентичны. Тяжелый острый респираторный синдром, эпидемия продолжалась около года, а потом он самопроизвольно как-то вот сошел на нет. Вот. Но будем надеяться на благополучное развитие ситуации. 31 января в России были зафиксированы 2 первых случая заболевания коронавирусом. Его носителями оказались 2 граждан Китая, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января. В Тюменской области, к примеру, заболевшей оказалась китайская студентка. Все, кто контактировал с ней, уже установлены. Получит ли инфекция свое распространение в России, будет зависеть не только от правительственных мер, но и от самих россиян, потому как самая эффективная борьба с инфекцией – это ее профилактика. Елена Горбунчик, Андрей Ключников, 7 дней.